Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие любимые. С вами снова канал Life. Сегодня мы с вами погадаем на очень интересную тему профессиональное выгорание. Вы знаете, действительно и я сталкивалась, и многие люди сталкивались с профессиональным выгоранием. Точнее, почти все те, кто на одной и той же работе работал много лет. Поэтому никто от этого не застрахован, да. И когда ты сталкиваешься с профессиональным выгоранием, первая мысль – это сменить работу, но ты же не можешь снова брать и учиться, допустим, 6 лет или просто несколько лет, или начинать с нуля и снова подниматься, когда у тебя, допустим, не хватает на это элементарно денег, чтобы все это время себя обеспечивать, пока ты вдруг решил переучиться. Кто-то думает вообще бросать работу и сидеть дома, кто как. Но сидеть дома нужно на что-то, да. Ладно, если там есть муж богатый и все такое, ты сможешь сидеть дома. Но если у тебя этого ничего нет, тебе нужно что-то решать. И нужно как-то понять себя, да, что делать вообще с этим профессиональным выгоранием. Я взяла для этого Таро «Путешествие души». Такая хорошая колода. Помните ее, да, я делала на нее даже обзор в шоте. И у нас будет 3 позиции. Видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Пока я перемешиваю карты, подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, поставьте лайк этому видео, поддержите канал длинным просмотром, а после просмотра обязательно пишите комментарий. Обязательно. Итак, профессиональное выгорание, да, что делать? Что делать, если ты еще не на пенсию пошел а тебе еще работать и работать, а уже тошнит от этой работы, да, и от всего, что происходит вокруг тебя. Храп на фоне, как вы помните, это мой мопс. Его зовут Демид. Да, Демид. Кто-то не знает, как пишется, я сообщила. Первая позиция, такой интересный камень зеленый. Зеленая яшма, по-моему, если я не ошибаюсь, может, агат. Вторая позиция, такой лабрадорит замечательный, он переливается. Третья позиция, такой кристалл аметиста. Аметист. Итак, первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции. Остальные я убираю в сторону. Итак, расклад профессиональное выгорание. Что с этим выгоранием делать, да? Что с ним делать? Что вообще происходит? Итак, первая карта, ваше текущее состояние в этой ситуации, туз пентаклей. Туз пентаклей говорит о том, что человек привлекает в свою жизнь и деньги, и изобилие. И очень часто такой человек щедро делится с другими своей энергией, своей энергетикой, да. Часто этот человек при всем при том еще и донор. То есть тот, кто эту энергию может внутри себя, биоэнергию аккумулировать. По сути, вы баловень судьбы на самом-то деле. У вас какая-то, скорее всего, очень хорошая профессия, работа, которую не так-то просто послать куда подальше, да. То есть понятно, что это не та ситуация, когда человек дворником ему надоело работать, у него профессиональное выгорание, да. Скорее тут кто-то большой. Какая-то профессия довольно денежная, да, или даже руководящее звено, или политическая система. Может быть, что-то такое даже. Или какой-то высокий в жизни пост, или какой-то крутой бизнес. Бывает, туз пентаклей показывает просто человека, который, ему нравится то, что он делает, или нравилось до этого, раз у него выгорание, да, но
это еще то, что ему нравится делать, приносит хорошие деньги. Вот как на его взгляд хорошие. Для каждого из нас сумма денег хорошая, она разная, естественно. Но вот вы всегда считали, что у вас хорошая работа, хороший доход, и, в принципе, вы радуетесь этому. Но что случилось потом, да? Вот в чем история. Хорошо, давайте посмотрим основную причину усталости от этой вот великолепной, замечательной какой-то такой работы. Как же вы так успели от денег устать и от всего такого прочего, да? Причина усталости. Ага, король кубков. Ну, смотрите, может такое оказаться, что кто-то вас занижал, вот мужчина, да? Мужчина, возможно, с вами связанный или теплыми отношениями, или дружбой, или, если вы женщина, даже любовными отношениями. Вот, человек, который может вас даже и любить, и там ваш муж, и все, но он вам явился причиной усталости на работе, потому что, возможно, что-то он вот вам вменял как нехорошее мнение, да. То есть бывает такое, что самый близкий, самый такой хороший родной человек или просто хороший друг, там, может быть, даже партнер по бизнесу или брат, вменяет тебе какие-то, на самом деле, нехорошие вещи. Вот своими мыслями, своими словами человек мог занижать значимость этой работы для вас или занижать вашу значимость в этой роли в работе. Король кубков на самом деле чаще всего будет фигурой. То есть какой-то мужчина является причиной усталости в этой работе. Причем, вот я еще раз повторю, неважно, мужчина вы или женщина. Выгорание идет как источник. Может быть, через него идет негатив на вас, или от него негатив, да, и в итоге вы устаете больше, потому что ваша биоэнергия расходуется в несколько раз больше, да. Так получается. И вот если это не мужчина, не причина в мужчине, допустим, да, то есть вы точно это можете знать, сказать, то, конечно, карта Король Кубков еще означает, что вы слишком эмоционально вот как-то входите в эту работу до такой степени, да, что работа вас трепет, потому что вот каждому человеку, каждой истории на этой работе вы прикипаете сердцем. А сердце, как говорится, оно не железное, и каждый раз проявлять участие ко всем и вся невозможно. То есть когда-то ты все равно начнешь или черстветь, или тебе просто уже вот здоровье начинает подводить от того, что ты ко всем длительное время проявлял доброту, щедрость души, понимание, а кто поймет меня, да. То есть это тоже может быть причиной вашего профессионального выгорания, вашей усталости. Как вы можете наполниться энергией, спросим мы карты. Как вы можете наполниться энергией? Тройка кубков. Вам нужно больше встречаться с друзьями, общаться с людьми, отдыхать, закатывать какие-нибудь вечеринки, пьяные разговоры по душам или просто куда-то выезжать, радоваться жизни. Вам нужны новые впечатления, помимо вашей работы, понимаете? Вот я недавно общалась с женщиной, ну, косвенно общалась, знаю о ней, вот так могу сказать, которая за много лет, за 20 лет была 3 раза в отпуске. И я понимаю, что это такое. То есть, ну, это ужасно, я вам скажу, ужасно. Так нельзя с собой поступать. И да, вам нужно научиться не только работать, но и выезжать, отдыхать, отрываться, встречаться с кем-то, общаться, заводить друзей, вот. Или новых людей в вашей жизни. То есть у вас вполне могут быть друзья, но новых, допустим, людей не хватает. Друзья могут быть старые, и вы о них все знаете, вам с ними уже тоже вы поистрепались, да, там как же, так же на работе, да, вы от них тоже устали. Вот вам свежей крови, может быть, не хватает в вашем окружении. Хорошо. Что предпринять во избежание выгорания в будущем?
Что предпринять во избежание выгорания в будущем? Здесь у нас вышла карта Верховная Жрица. Верховная Жрица показывает, естественно, что вы должны научиться практикам набора энергии. И практикам именно медитативным, может быть, каким-то духовным практикам, магическим практикам. Вы знаете, это все вот, занятие эзотерикой и разными духовными практиками очень помогает, чтобы вот человек не выгорал профессионально и вообще не выгорал в жизни, не уставал от жизни, не депрессовал. Он больше разбирается в себе. Вот вам нужно погрузиться в эзотерику. Вот погрузиться, может быть, в себя даже. И как-то изучить себя досконально. И тогда в будущем вы никогда не будете выгорать. Ни в профессиональном смысле, ни в каком-то другом, даже в отношениях. Так, какие эмоции помогут уменьшить стресс? Какие эмоции помогут уменьшить стресс? Здесь 7 кубков. Вы знаете, это эйфория. Вам нужны эмоции вот какие? Вот влюбленность, например. Это сразу же вот в вашей жизни влюбленность уменьшает стресс. Но это какая влюбленность должна быть? Вот представим, что вы женаты или замужем. И вы не можете снова испытать влюбленность, как вам кажется, к вашему мужу или к вашей жене, да, или к постоянному партнеру или партнерше. Вам кажется, что это невозможно. Ну, во-первых, это возможно. Это смотря как отношения крутить, вертеть, да, там можно устраивать друг другу такую романтику, что всегда будешь влюбленным. Но если на то пошло, можно... Вот, знаете, испытывать чувство влюбленности, эйфории даже к вымышленному персонажу, на самом деле, да. Можно книги какие-то любовные читать, смотреть фильмы, увлекаться актерами, певцами. Вот не в смысле, там, я в него влюбилась или влюбился в нее, да, а вот просто, как, знаете, вот это чувство какой-то эйфории, что любование, может быть, кем-то. Также 7 кубков показывает положительные эмоции, которые ты получаешь от своего творчества. Займитесь рисованием, пением. Вот эти все эмоции, они помогут вам уменьшить стресс в жизни. Понимаете? То есть эйфория влюбленности. Вы знаете, когда ты фанат там какого-нибудь певца, певицы, или у тебя есть творчество, и ты испытываешь вот это чувство, да, что ты что-то делаешь такое интересное. Что вы можете сделать, чтобы почувствовать вдохновение? Что вы можете сделать, чтобы почувствовать вдохновение? Ой, шут, пуститься в приключения, заняться чем-то новым, а самое главное, знакомиться с новыми людьми, да? Шут — это рискнуть, это где-то побывать, куда-то съездить в путешествие, что-то хорошее, такое светлое открыть для себя в жизни. Обязательно испытать новые впечатления. Даже если вы, допустим, никогда не катались на американских горках или на карусели, попробуйте. А еще недавно мой любимый блогер Ирина Хинди Лайф поехала в Таиланд. Она сама живет в Индии, она поехала с мужем в Таиланд, и они залезли на очень высокий небоскреб, там был стеклянный пол, и они вот это все равно залезли туда. И так страшно вот смотреть, а они не боятся, они лезут, они смотрят. Но вот они уже в возрасте люди. И Ирине, значит, 50 с чем-то лет, мужу уже там под 70. И вот они залезли по стеклянному полу на огромной высоте, походили. И вот даже мне страшно, а они смогли. Вам нужны новые впечатления, вам нужно рискнуть, понимаете? Вот нужно взять и рискнуть. Ну и я думаю, вы меня вообще, в принципе, поняли, что такое шут. Да, шут — это вот свежий ветер в жизни, это вот что-то, как всякие любые новые впечатления и новые люди. Ну, вот такой ответ по самой первой позиции. Первая позиция, значит, думаю, что вы меня поняли. Так, позиция номер 2. Профессиональное выгорание, да. Если вы чувствуете профессиональное выгорание, вам сюда. Вот у нас второй камень лабрадорит. И первая карта, вот вы в этой ситуации сначала, да, смотрим. Вы карта мага.
А вот маг, по сути, это человек, который очень многое может. Это настоящий лидер, возможно, чаще всего руководитель или сам себе хозяин. Такого человека очень часто может быть свое дело, свой бизнес, хобби, которое приносит деньги, или фриланс. Вот. Поэтому это подходят очень многие люди под карту мага. Я сам себе хозяин, распоряжаюсь своей жизнью, как я хочу, да. Но и у такого человека может быть профессиональное выгорание. Я же говорю, я, допустим, таролог. У меня творческая профессия, но многолетняя. Естественно, у меня бывало профессиональное выгорание. И это очень тяжело переживать, очень тяжело. У блогеров, у журналистов, у кого угодно – может быть профессиональное выгорание. У маникюрши, у бровиста, у кого угодно. У парикмахера, не знаю, у продавца. Но вот в вашей работе вы очень такой какой-то самостоятельный человек. Знаете, маг – это тот человек, вот, которым никто вроде как не руководит. И если вами и руководят, но вы этого, скорее всего, не ощущаете вашего начальника как начальника, да? Вы ощущаете себя свободной птицей в работе, и лидером, и сами себе руководителем. И в то же время вот у вас много, по сути, вариантов для разного творчества или, может быть, возможностей в работе. Вы настоящий профессионал, вас все, скорее всего, уважают. И, конечно, такой человек может много зарабатывать, привлекать много денег в свою жизнь. На самом деле это так. Очень много может получать в жизни денег маг. Он привлекает к себе хорошие энергии, да? Более того, он ими прям владеет, он распоряжается хорошими позитивными энергиями и всеми 4 стихиями. Хорошо, если вы себя узнаете, что вы вот крутой маг. Смотрим, значит, основная причина усталости, выгорания. Основная причина, да, какая? Вот что покажут карты. Здесь у нас вышла карта Паж жезлов. Ну, смотрите, Паж жезлов очень здесь такой внимательный мальчик. Он изучает под лупой жучка. И ему все интересно, он это все досконально. И, возможно, вы исследователь в жизни, да, настоящий исследователь. И вы знаете, может быть, в вашей области вы все досконально уже до конца и взяли и исследовали. И также Паж жезлов может показывать, что вам любопытно еще много чего, но, возможно, вы не ощущаете в себе того рвения, что раньше, и запутались немножко. То есть сам Паж жезлов говорит о ком-то молодом, ярком, заинтересованном. В первое время, когда вы работали на этой работе или как бы вступали в нее, или учились этому, вам было до жути интересно. И вы этим были настолько увлечены, что, может быть, этот предмет изучили от и до, вот от корки до корки, как говорят, наизусть. И проблема в том, что, может, или нечего осталось учить-то там, да? Все досконально изучено и ничего не осталось. А может быть, вот хочется вот как новизны, да, какой-то, вот что-то другое изучить, все вам интересно. Но вы можете еще по этой карте не чувствовать для этого энергии. Мол, что мне заново начинать, вот все заново изучать, да как же так? Опять от корки до корки. То есть вас может пугать объем. Вам что-то может другое интересно, да, но объем пугает, и правильно пугает. Все мы профессионалы одного дела. Нельзя быть профессионалом 2-3 дел одновременно. Это было бы, не знаю, агент 007 Джеймс Бонд, да? То есть так не бывает, так практически ни с кем не бывает. Ты все равно в одной своей сфере профессионал. Кардинально поменять профессию в жизни решаются немногие люди. Но вот у вас уже вы куда-то свой глаз направили, если честно. Вы уже, вот, и, с одной стороны, вам страшно, что опять этот объем весь, да, и снова этот весь путь пройти. С другой стороны, интересно. То есть вы уже куда-то смотрите, но сомневаетесь в себе.
Как вы можете наполниться энергией? Давайте спросим. Как вы можете наполниться энергией? Ой, у вас 7 пентаклей. Карта весны, да? Вас привлекает, скорее всего, здесь хорошая погода, природа. Вот даже просто элементарно пойти в лес вместо силы, к воде, к деревьям, там, я не знаю. Места силы разные. Есть горы, есть пляжи, есть вода, есть деревья, леса, да, поляны, природные объекты, красивые места, просто места хорошие в городе. И тогда вы наполнитесь энергией. Но вам для этого нужно время, да? Более того, здесь карта показывает иногда не момент ожидания, а момент того, что вы можете упустить свое время. Ну, то есть на момент того, чтобы там изучать что-то новое, внедрять что-то новое в свою работу. Можно даже опоздать это сделать. Оно уже выходит из моды, и вам нужно обновляться, да, и снова что-то искать другое. Такое тоже бывает. Но чаще всего именно нужно время для того, чтобы снова наполниться энергией. Вам нужно вступить в свою весну. Вам нужна эта весна. Вам нужно солнце, хорошие прогулки, приятное времяпрепровождение на природе. И вы наполнитесь энергией. Вы природный, скорее всего, человек. Человек, которому достаточно просто прикоснуться к дереву, к земле, к траве, там, я не знаю, увидеть небо. И он становится вдохновленным. Абсолютно там у него много сразу прет энергии, и он такой счастливый. То есть вам не надо для этого чего-то особенного. Просто там немного природы, да. Что предпринять во избежание выгорания в будущем? Хотела сказать возгорания. Что предпринять во избежание выгорания в будущем? Вышла карта «Смерть». Чтобы в будущем не выгорать, вот чтобы совсем не выгорать, нужно периодически все же менять обстановку. Но это не значит, что бросать работу. У вас может быть работа, да, одно, а вот где вы, как офис обустроен, может, где он находится, этот офис, да, или там, ну, если невозможно поменять его дислокацию, внутри обстановку кардинально поменяйте. Если вы, смотря кем вы и где работаете, да, то есть вам нужна смена картины вот этой, которая перед вашими глазами. Карта «Смерть» может даже говорить о периодических переездах, но не выходе из профессии, да. Но иногда она может сказать: меняй полностью профессию. Раз тебе уже что-то интересно, наполняйся энергией, подожди немножко, взвесь все за и против. И если есть такая техническая, финансовая возможность и так далее, можешь поменять все же и кардинально профессию. Но и все-таки в пользу вашей работы, где вы профессионал, я скажу, что карта «Смерть» может показывать кардинальную смену обстановки, гардероба, места дислокации, то есть переезды. Это тоже все подходит для нее. Какие эмоции помогут уменьшить стресс? 9 пентаклей. А у вас опять вот идет, да, купить себе что-то дорогое, побаловать себя хорошей едой, изобилием, сходить в ресторан, побывать на природе, жить в хорошем доме, с красивым садом, может быть. То есть украсить обстановку вокруг себя. То есть вот у вас вот такое, то есть эмоции именно изобилия, вот этого вот наслаждения изобилием, наслаждение богатством каким-то, наслаждение процветанием, здоровье, физическое здоровье, это тоже очень хорошо, да, влияет на то, чтобы не было стресса. Вот, поэтому 9 пентаклей, она такая карта, она богатая карта, да, в ней всего полно, и пентаклей, и винограда гроздями. Поэтому вот вам нужно какое-то вот такое удовольствие, да, изобилие, удовольствие.
желание вот роскоши должно быть удовлетворено. Вот так. Хорошо. Значит, что вы можете сделать, чтобы почувствовать вдохновение? Четверка мечей. Отдыхать. Вы можете чувствовать вдохновение только когда валяетесь вот так в гамаке вечером между березами, ничего не знаю. Вот понимаете, у вас, ну, есть такое, что, возможно, вы слишком энергичны в работе, и вам периодически нужно расслабляться. Ну, почитайте даже и новое направление, почему нет. Но вы все равно в него, скорее всего, не вступите, в это новое направление. Меняйте обстановку, меняйте города для отдыха, езжайте в какую-нибудь кардинально новую страну для себя, там лежите. Но вам нужно именно отдых. Вот как, ну, не изнахратить себя в отдыхе, да, когда вы там в отпуск едете, а еще и вот конкретно выбрать себе время и поваляться. Понимаете? Вот в гамаке или там на кровати поваляться, на пляже прям поваляться, полежать. Ничего не делать, смотреть в небо или в потолок. Вообще не брать гаджеты в руки. Вот это вам полезно. И да, вы почувствуете вдохновение сразу же почему-то. Ну, вот такой вот второй вариант. Идем дальше, идем дальше. Следующая позиция, третья. Аметист, наш аметист. И, значит, первая карта, вы в этой ситуации профессионального выгорания, да? Девятка кубков. Ну вот у вас такая работа, небе лежачего. Человек, вот знаете, как будто бы на работе, как ему все лень, ему ничего не охота, не делает он ничего. Или настолько вот он сидит в зоне комфорта, у него на работе все устроено так, что ему было комфортно, хорошо, приятно. Вы можете и не лидером быть, даже простым офисным работником или что-то. Но вот работа реально пассивная, небе лежачего. На ней вы все время, наверное, едите. Не знаю. Или едите и запиваете. Вот, понимаете, девятка кубков – это карта удовольствий жизненных, вот таких вот самых обыкновенных, но в большом количестве, всего в избытке, еды, питья, кубков, да, вот этих. Изобилие также может быть и в финансовом смысле. То есть вам работа может приносить хороший доход. Но самое главное, что в самой работе как будто бы мало что происходит. Она какая-то такая медленная, она какая-то такая, вот ее мало. За день вы можете совсем мало чего сделать. Скорее больше подперев подбородок, может быть, даже сидите. Вот такое чувство, что действий никаких за день не надо, да, на такой работе почти не надо. Конечно, это скучная работа до ужаса. И любой человек на такой работе почувствует профессиональное выгорание. Хорошо, как вы можете наполниться энергией? Ой, семерка жезлов. Вам нужно, знаете, много энергии. Вот как сказать, вам нужны события. Вот вам нужно с кем-то, не знаю, даже побороться, поругаться, это и то лучше, чем вот так сидеть. Вам нужны события, вам нужно наполниться энергией огня. Вам нужен драйв какой-то, вам нужна активность. И, естественно, такой человек должен куда идти? В фитнес-клуб. То есть вы можете наполниться энергией только когда вы расходуете ту лишнюю энергию, которую накопили на скучной работе. Да? То есть вот вас, она может даже изнутри вас так сильно трепать, раздражать, эта энергия, которая накопилась, а вы ее так и не выплеснули. И вам вот то, что накопилось, а вы не выплеснули, можно хоть куда выплескивать. На фитнес, на прогулки, на, не знаю, написание стихов или статей, или, может быть, еще какое-то проявление своих хобби в жизни, талантов других, да. То есть чем-то увлекаться нужно с жаром, да, что-то делать с жаром или просто применить физические нагрузки, и тогда у вас уже идет наполнение энергиями. Какая у вас
основная причина профессионального выгорания, да? Основная причина профессионального выгорания. Восьмерка кубков. Вы всегда себя чувствовали на этой работе не на своем месте, не в своей тарелке. Вы мечтали когда-то, скорее всего, быть в другой профессии вообще. И еще такой момент по восьмерке кубков, что человек все равно должен идти искать свое счастье. Не ваша работа, не ваша профессия, не ваши таланты здесь проявлены. И, конечно, такой человек будет профессионально выгорать. У вас есть какой-то талант, вы можете его яро проявлять в жизни. Делайте это после работы или даже во время тихонько, когда никто не видит. Ну, раз все равно у вас скучная работа. Увлекайтесь чем-то, да, и проявляйте свои таланты даже во время нее, потому что, ну, вы же ничего не делаете особо, да, у вас мало функций. И вот смотрите, восьмерка кубков четко говорит, да вы всегда чувствовали, это не ваша работа и все, не ваше место прям. Что предпринять во избежание выгорания в будущем? Значит, тут у нас рыцарь пентаклей. Начать работать. У вас есть на самом деле другая профессия или работа, на которой вы можете научиться и работать, да? И работать с жаром, работать с увлеченностью с такой. Или, может, хобби, на котором вы можете реально зарабатывать. Начинайте работать. Если вы будете работать, в будущем вам всегда будет интересно. Особенно если вы будете работать с профессиональным выгоранием, да. Ну, конечно, любая работа может надоесть, даже самая любимая. Но если работать с этим, то вам всегда будет интересно. И вы будете долгое время или всегда без выгорания. Хорошая карта. Никуда не торопитесь, а развивайте то, что вам интересно в жизни, да? То, что нравится. Учитесь этому, если это требует. Какие эмоции помогут уменьшить стресс? Туз жезлов, да только огненные, у вас все огненные эмоции. У вас все вот такие жезлы идут, такие яркие. Почему? Потому что вы должны много разговаривать, знакомиться с людьми, быть активными в жизни. Вот такой вы человек, да, что вы должны быть активны в жизни. Вы засиделись, попа устала сидеть ваша. Вам нужно больше ярких эмоций, позитивных эмоций, улыбок, шуток, общения вам нужно, общение. Меняйте обстановку или работу вашу. Что вы можете сделать, чтобы почувствовать вдохновение, да? Туз кубков. Выразить себя, выразить свои настоящие, особенно добрые чувства, проявить инициативу к тому, чтобы начать что-то новое в жизни. У вас одни тузы, вот видите, в конце одни тузы. Это говорит о том, что человека высшие силы толкают к новому. Я не говорю, что сразу нужно уходить с работы. Делайте это во время, делайте это вечером, делайте это в выходные. Развивайте, и вы увидите, как вы начали на этом зарабатывать. То, что вас увлекает в жизни. Раз вы не на своем месте, зарабатывайте на том, что вам нравится. И вы увидите, как вы будете счастливым, работающим, зарабатывающим человеком. Ну вот такой ответ дали карты по третьей позиции. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч!